Противодействие коррупции уже достаточно большое количество времени находится в центре внимания мировой общественности, в том числе и у нас в стране, и в нашей республике. Для того, чтобы бороться с этим социальным злом, необходимо определить некоторые понятия, да, понять, в чем же заключается антикоррупционная политика государства. Вот об этом мы сейчас поговорим. Ну, начнем с того, что понятие коррупции появилось у нас в законодательстве достаточно недавно, в 2008 году. Несмотря на то, что коррупция, именно как социальное такое явление, оно присутствует у нас уже достаточно давно. Еще во времена Ивана Грозного боролись с коррупцией. И Петр I принимал меры, и Екатерина. И в советские времена, в начале советского периода нашей истории, например, Уголовный кодекс предусматривал такое наказание за взяточничество, как смертная казнь. В советские годы, к сожалению, это явление не рассматривалось. Например, в юридическом плане считалось, что коррупция является признаком только западного загнивающего мира. Не принято было говорить о коррупции, несмотря на то, что, конечно, коррупционные проявления в нашей действительности были. Достаточно вспомнить такие известные такие факты, как это блат, вот мы сейчас об этом говорим, да, кумовство. Тем не менее, в советский период, можно сказать, был таким законодательным регулированием и выстраиванием единой государственной антикоррупционной политики достаточно провальным. Только в 2008 году впервые появилось это понятие коррупции в законодательстве. Тогда был образован совет при президенте Российской Федерации. Был принят первый национальный план противодействия коррупции. Сейчас у нас действует уже 6-й по счету национальный план противодействия коррупции. И в 2008 же году был принят федеральный закон о противодействии коррупции в Российской Федерации, номер 273 ФЗ. В прошлом году уже мы отмечали десятилетие этого закона. Этот закон является базовым в юридическом смысле, поскольку определяет понятийный аппарат, определяет основные направления противодействия коррупции. Сейчас существует достаточно большая такая законодательная база. Очень много принято и законов, и подзаконных актов в этой сфере. И сейчас принимается достаточно большое количество локальных актов на уровне государственных органов, органов местного самоуправления и в организациях. Отметим, что понятие антикоррупционная политика государственная также никак нигде в законодательных актах, подзаконных актах не определяется. Но тем не менее можно сказать, что это некая система, которая определяется государством по противодействию коррупции, по профилактике, по борьбе с коррупцией, то есть с уголовным преследованием и минимизации, ликвидации уже последствий коррупционных преступлений. Система законодательства в этой сфере, кроме базового федерального 273 федерального закона, включает в себя также, например, уголовное законодательство, Уголовный кодекс Российской Федерации, Кодекс об административных правонарушениях. Трудовой кодекс у нас сейчас в качестве, например, мер дисциплинар, в том числе мер увольнения, да, за коррупционные преступления предусматривает увольнение по утрате доверия. Достаточно большое количество времени уделяется в антимонопольном законодательстве вопросам противодействия коррупции. 44-й федеральный закон в сфере закупок, собственно говоря, своей целью изначально ставил как раз противодействие коррупции. Он был призван как раз для того, чтобы минимизировать, ликвидировать, да, коррупционные преступления в этой сфере, в сфере контрактов, поскольку сфера именно закупок является наиболее коррупциогенной. Это признается всеми исследователями, правоведами. Сейчас акцент в последние годы в сфере противодействия коррупции сместился. Если раньше у нас в Российской Федерации основной упор в этой сфере был
предопределен изначально законодательно и осуществлялся в органах власти. Это в органах государственной власти, в органах местного самоуправления. То есть сейчас акценты сместились на организации. Это касается и системы ограничений и запретов, которые раньше, например, да, обязанность предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, на супруга несовершеннолетних детей, раньше возлагалась только на государственных и муниципальных служащих. Сейчас эта обязанность, она распространяется на лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, а также на лиц, которые работают в различных организациях, в том числе в госкорпорациях, пенсионном фонде, фонде социального страхования, но в организациях, которые подчинены федеральным министерствам и министерствам, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Сейчас в каждой организации определен перечень должностей, при замещении которых лица представляют такие сведения. Сейчас к числу ограничений и запретов в этой сфере относятся также уведомление работодателя о склонении к совершению коррупционного правонарушения. Еще одно ограничение – это мера, которая связана с регулированием конфликта интересов. Для того, чтобы реализовать эти меры на практике, необходимо принимать достаточно большое количество локальных нормативных актов и проводить достаточно большую просветительскую работу с работниками, например, в организациях. Если в государственных органах, органах местного самоуправления эта работа уже достаточно четко налажена, там разработаны различного рода порядки, формы различных документов, то для организации, конечно, можно воспользоваться и типовыми какими-то формами, например, скажем, форма предоставления сведений о доходах, она является унифицированным, утверждена она указом президента Российской Федерации, то различного рода, например, уведомления, они разрабатываются локально на уровне каждой организации. Конечно же, в организации такие порядки должны быть. А прежде всего в каждой организации должно быть определено лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений, которое бы организовывало системно эту работу планово, поскольку вот начиная с 2010 года работа по противодействию коррупции организуется именно в плановом организованном порядке. Мы говорим, что есть у нас национальная стратегия Российской Федерации противодействия коррупции, которая концептуально рассматривает все вопросы. Далее идет национальный план, который реализует в качестве конкретных мер ответственных сроки реализации национальной стратегии. Далее в каждом субъекте приняты свои программы противодействия коррупции. У нас в Республике Коми тоже принята такая программа. Она уже не первая, она реализуется, она дополняется постоянно различными мероприятиями в связи с тем, что и законодательство меняется, расширяется круг лиц, которые попадают под разные ограничения, запреты, обязанности и так далее. Вот. И сейчас в организациях тоже применяется такой программно-целевой метод, плановый метод. В каждой организации такая работа, конечно, должна быть проведена. Эта работа должна осуществляться системно, планово, организованно, поскольку каждая организация в силу специфики своей деятельности может различные мероприятия проводить. Конечно же, в организациях упор делается не, собственно, на борьбу с коррупцией, этим занимаются правоохранительные органы, а организация занимается вопросами профилактики, да, в том числе и применяет различные меры такого характера воспитательного, да, просветительского характера, в том числе для своих работников и для лиц, с кем вот данная организация находится в каких-то взаимоотношениях. Может быть, это с коммерческими организациями, может быть, с какими-то подведами там, и так далее. Да. В общем, может быть, даже с гражданами. Да. Комплекс мероприятий может быть различный, самый разный, связан именно вот со спецификой этой организации. Еще отмечу, что у нас в Российской Федерации в последние годы в числе направлений реализации антикоррупционной политики активно развивается законодательство, которое
регулирует вопросы наказаний. Да, это вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях. В частности, была введена статья 19.28, 19.29. Это ответственность, административная ответственность за коррупционные правонарушения. Уголовное законодательство у нас в последние годы очень активно стало развиваться в этом вопросе. Ну, например, у нас вот была введена статья, которой раньше не было, это мелкое взяточничество до 10 тысяч рублей. Был введен институт освобождения от уголовной ответственности лиц, которые добровольно сообщают о совершении коррупционного правонарушения в отношении себя, либо кого-то, да, либо имело место вымогательство и активно содействуют раскрытию этих преступлений. Кроме того, была введена кратность штрафа в зависимости от взятки. Все эти меры, они, конечно же, способствуют к тому, чтобы количество преступлений в этой сфере уменьшалось, и плюс реализовывался принцип неотвратимости наказания. Конечно же, одними мерами уголовного преследования там, или применения административных наказаний победить коррупцию невозможно. Для этого нужен целый комплекс этих мер, который связан, конечно же, и с ужесточением законодательства, и связан с финансовыми возможностями, с кадровыми. И одно из направлений вот, реализации вот этой антикоррупционной политики, это как раз развитие широкого круга просветительских мер. Эта мера направлена на широкий круг лиц, это и школьники, даже дошкольники, это взрослое население. Конечно же, такая мера, она принесет свои плоды не сегодня, не завтра, возможно, через десятилетия. Эта мера все-таки связана с коренным переломом сознания граждан. Но эта мера, она также необходима, и во многих странах применяются различные методы и жесткие, которые связаны именно с ужесточением законодательства, так и такие мягкие меры, которые связаны именно с просветительским таким характером.